Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. На совещании с главами муниципальных образований и городских округов обсудили подготовку к весенне-полевым работам. Рассмотрены вопросы подготовки техники, закупки семян, горюче-смазочных материалов, а также к безопасному пропуску весеннего паводка. О подготовке к весенне-полевым работам и в целом об актуальных вопросах сельского хозяйства в республике расскажет гость студии Михаил Никифоров, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как прошла зимовка скота и лошадей? Были ли проблемы с обеспечением сеном и кормом? Ну, сегодня зимовка скота, если так в целом взять по республике, проходит более-менее удовлетворительно. Конечно, есть свои трудности в отдельных районах, но хотел бы отметить, что сегодня остаток грубых кормов по оперативным данным Министерства сельского хозяйства и Управления сельского хозяйства составляет порядка 22%, по силосу это 18,7% и по сенажу порядка 10%. То есть, в принципе, корма до конца, условно говоря, мая у нас имеются. Значит, сегодня идет отел коров, значит, получение жеребят. Если по сравнению с прошлым годом есть маленькое отставание с учетом погодных условий, с учетом трудной зимовки, но в принципе идем в основном в графике прошлого года в этом отношении. И с учетом хотел бы еще отметить, что в прошлом году в рамках кормозаготовительной кампании мы обеспечены были кормами порядка 90% от плана. И как позапрошлом году мы не завозили корма из других субъектов Российской Федерации, поэтому выходим практически своими силами. В основном завоз кормов это были межулустные и из дальних сенокосных угодий. Мониторинг он идет сегодня постоянно. До конца мая постараемся пройти более-менее удовлетворительно, считаем, что и вот сегодня еще остается паводок, который нам еще может где-то что-то помешать. И в рамках подготовки к предпаводковой ситуации тоже проведены совещания, и сегодня муниципалитеты, в принципе, готовятся к паводковой ситуации. Как была организована доставка сена в районы, пострадавшие от летних наводнений во время сенокосной поры и не сумевших заготовить достаточно кормов? Да, как я отметил, в прошлом году мы 90% всего заготовили, но в прошлом году по итогам кормозаготовительной кампании выявлено у нас 8 муниципальных образований, улусов, которые действительно попали попали в тяжелую ситуацию, и в связи с этим были организованы, конечно же, со стороны и Министерства сельского хозяйства, правительства, завоз кормов в этим пострадавшим 8 улусам. В первую очередь, это первое. Второе, мы обеспечили эти 8 районов концентрированными кормами в объеме 4880 тонн. Завозили в основном извне республики и вовремя доставили муниципальным образованиям. Далее порядка 50 233 тонн сена были перевезены из других муниципальных образований и, вот как я сказал, из отдаленных сенокосных угодий. На это, конечно же, были выделены неплохие средства. Значит, порядка 327 миллионов рублей из бюджета республики были выделены муниципальным образованиям из бюджета республики, но при этом еще бы хотел бы отметить главам муниципальных образований и в других муниципальных образованиях, там, где у них тоже точечно были трудности, сами обеспечили завоз дополнительных кормов из своих бюджетов, ну и, соответственно, из средств своих самих хозяйств. То есть концентрированные корма еще были доставлены были поставлены другими поставщиками. В основном у нас поставка концентрированных кормов производилась акционерным обществом Якутоапторг централизованно. Поэтому в этом направлении, в принципе, доставка она завершена практически. И вот сегодня мы имеем остаток кормов, и сегодня надеемся, что доставка она сделала то, что мы хотели. Зимний период заканчивается, наступает пора весенне-полевых работ. Вот как идет подготовка и в чем главная задача посевной кампании? Когда мы проводили совещание с главами муниципальных образований, с управлением сельского хозяйства, в принципе, отчитывались муниципалитеты по подготовке к весенне-полевым работам. В основном
считаю, что она проходит сегодня, можно сказать, удовлетворительно. Если сравнить с предыдущие 2 года, ну, с учетом пандемии, с учетом специальной военной операции, были свои трудности. То есть и с доставкой семян, и с доставкой значит, минеральных удобрений, транспортная логистика, она была своя, ну, свои сложности были в предыдущие 2 года. В этом году таких проблем у нас нет. Это первое. Второе, хотел бы отметить, что финансирование весенне-полевых работ у нас произошла вовремя. Из 190 миллионов рублей на сегодня перечислено муниципальным образованием 160 миллионов рублей. Это 84% от полагаемой суммы. И хотел бы отметить, что сегодня обеспеченность семенами, она практически, можно сказать, выполнена. По зерновым у нас 100%, по картофелю практически 80%, по минеральным удобрениям вот осталось в пути порядка чуть где-то 230 там, с лишним тонн еще в пути, но она уже буквально в ближайшее время поступит. И в этом отношении готовность как бы есть. Обеспеченность горюче-смазочными материалами тоже со стороны Саханефтегазсбыта и других поставщиков, она уже договоренности с сельхозтоваропроизводителями имеются, поэтому проблемы со стороны сельхозтоваропроизводителей в этом отношении не было. То есть сегодня весенне-полевые работы в принципе, можно сказать, готовность очень высокая. И считаю, что то, что мы обеспечили семенами, она дает как бы нам более такой хорошую работу. Просто сегодня вот есть тревога по связи с паводковой ситуацией, это первое, и вот природно-климатические условия, которые сегодня сложились, они могут оказать такое воздействие с опозданием с весенне-полевыми работами, так как у нас сегодня много снега, много влажности, поэтому может вот такие моменты только быть. А так, в принципе, готовность у нас неплохая, если так в целом сказать. Вот что касается посевных площадей, какие объемы у нас в этом году? Ну, порядка 49 тысяч гектаров мы сегодня готовим. Из них 10 тысяч 8 гектаров это у нас под зерновые культуры, 6,7 тысяч гектаров под картофеле, значит, овощей 1,38 тысяч гектаров и кормовые культуры 29,7 тысяч гектаров. Мы сегодня, конечно же, упор делаем на кормовые культуры, так как у нас в этом отношении к зимовке скота это определяет очень большую роль. Конечно же, большую роль значит, делаем упор на картофель и на овощи. Как я сказал, обеспеченность у нас семенами сегодня неплохая, поэтому в этом отношении значит, готовность, я считаю, что есть. И хотел бы еще здесь добавить, что обеспеченность техникой. Да, вот в этом году мы предусмотрели финансирование порядка 90 миллионов рублей на возмещение затрат по лизингу. То есть порядка 15 штук единиц техники мы значит, возмещаем нашим сельхозтоваропроизводителям, которые заключили лизинговые договора с Росагролизингом. Там у нас есть такие высокотехнологичные, значит, высокотехнологичная техника, в том числе 3 зерноуборочных комбайна, 4 картофелеуборочных комбайна, ну и ряд таких тракторов, которые энергонасыщенные, мы считаем, это большие трактора. И вот в связи с этим и практически эта техника у нас сегодня в пути, буквально в ближайшее время они уже подъедут, и мы возмещаем практически 90% всех затрат наших сельхозтоваропроизводителей, в том числе перевозку этой техники до места назначения. И в этой ситуации мы считаем, что готовность в этом отношении хорошая. Ну и, соответственно, вот как я сказал, финансирование и по другим направлениям тоже у нас, в принципе, идет вовремя. Поэтому здесь по посевным мы считаем, что 49 тысяч это неплохо, но хотелось бы еще больше. Мы, конечно же, будем подводить итоги после посевной кампании, сколько мы действительно, значит, посеяли в этот весенний полевой работы.
Ну, если говорить о рабочей силе, хватает ли, проще говоря, рабочих рук? Как работаете с молодежью для привлечения вот, к полевым работам? Ну, в этом отношении, конечно, есть свои трудности. В принципе, вот, допустим, выпускники высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, они сегодня у нас на контроле. С каждым учебным заведением у нас есть свои соглашения, договора со стороны и хозяйств, со стороны Министерства сельского хозяйства. Даже есть определенное финансирование со стороны Министерства сельского хозяйства по оплате обучения специалистов, возмещение затрат на обучение специалистов, которые мы делаем самим сельхозтоваропроизводителем. Но есть, конечно же, проблемы. Здесь это нельзя говорить, что у нас все хорошо. Особенно дефицит специалистов у нас наблюдается вот, в части доярок, в части скотников. Значит, вот, такие моменты в каждом населенном пункте они имеются. Это первое. Второе, то, что специалисты не приходят в те или иные хозяйства. Одна из таких проблем – это заработная плата, то есть низкая заработная плата, обеспеченность жильем, это тоже играет свою роль. Поэтому в этом отношении есть у нас государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Это федеральная программа и наша программа, в которой мы стараемся учитывать эти моменты и ведем даже строительство социальных домов и вообще домов нашим хозяйствам. Но это никак не умаляет достоинства наших специалистов. Бывают, конечно, проблемы, но стараемся, в принципе, в этом направлении вести работу. И вот буквально скоро пора экзаменов, и надеемся, что после экзаменов выпускники поедут, по крайней мере, в сельские населенные пункты и будут туда устраиваться, значит, в направлении сельского хозяйства. А вот какие меры поддержки работают для молодых семей на селе? Ну, вот как я сказал, это в первую очередь, значит, обеспечение жильем. Это первое. Второе, хотел бы отметить, что у нас после трудоустройства в течение 3 лет, из бюджета республики мы доплачиваем нашим специалистам, значит, окончившим высшее учебное образование, доплачиваем порядка 15 тысяч рублей к заработной плате, которую дает сельхозтоваропроизводитель. Специалистам среднего специального образования доплачиваем порядка 12 тысяч рублей. То есть это тоже маленькое подспорье тем выпускникам, которые, значит, приехали работать в села. И это в течение 3 лет. Далее, конечно же, работают другие программы. Это другие программы, которые помогают осваиваться уже на местах. Это, конечно же, вот, сельская ипотека, это уже одна часть. Другая – это главы муниципальных образований, которые стараются выделить земельные участки для строительства домов, ну и оказывают всяческое содействие. Конечно же, здесь надо отметить, что и сами сельхозтоваропроизводители, если специалист, конечно, им очень нужен, они стараются обеспечить всем тем, которые им нужно. Далее, ну, еще бы хотел бы отметить, что сегодня вот со стороны муниципальных образований есть свои муниципальные программы поддержки молодых специалистов. И здесь вот есть много примеров, которые муниципалитеты вот действительно сегодня обращают очень такое пристальное внимание нашим сельчанам, сельхозтоваропроизводителям, чтобы, значит, оставить специалистов прямо в сельской местности. Ну что ж, Михаил Викторович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Ну, желаем, конечно же, успешного прохождения половодья, без проблем, чтобы у нас поскорее началась посевная пора, прошла успешно и собрали, конечно же, побольше урожая. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.